Такую четырехместную палатку опытный турист поставит за 3 минуты. Рекорд Никиты 3:40. Но это дома, в Екатеринбурге. В Абхазии все иначе. Здесь у нас не торопится. Абхазия не страна для тех, кто суета. Наоборот, это то место, где ты приезжаешь замедлиться и отдохнуть. Ну, я поставлю палатку. Все равно к вечеру я все дела сделаю, так или иначе. Никита, директор турбазы. В этом году в Абхазии ждут большой наплыв туристов. На май и июнь уже есть бронирование. Едут семьями и на длительный срок. Удаленщики, родители работают, сидя под деревом. Дети, для детей здесь место такое, что безопасное. За ними не надо следить. И они там с Казани, например, приезжают. Есть те, кто приезжает из Екатеринбурга. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. На майские здесь всегда много туристов. Логистика у всех практически одна. Прилетели в Сочи, такси до границы, пробка на границе, которая может занять не 1 час. Далее трансфер по республике. В этом году все меняется. Этого в Абхазии ждали 30 лет. Именно столько аэропорт Сухума не принимал гражданские самолеты. В 2023 году по соглашению между Россией и Абхазией здесь началась масштабная реконструкция. Уже в феврале этого года первый тестовый рейс. И вот регулярное сообщение. Я как председатель комиссии координационной по реконструкции аэропорта хочу поблагодарить всех членов комиссии с российской стороны, с абхазской стороны, инвестора, инфраструктурное развитие. Без общих усилий этого проекта не было бы. Еще раз поздравляю народ Абхазии, наших гостей с таким историческим событием. Пуск аэропорта дает возможность для серьезного увеличения туристического потока в Восточную Абхазию. Потому что машиной до Гагры, до Пицунды, а вот уже дальше за Сухум уже не очень комфортно для туристов. А вот открытие и электрички Диаскурия, которая сегодня прибыла на Сухумский железнодорожный вокзал, и пуск прямого рейса самолета, это совсем другие возможности. Пассажиров встречали по-кавказски с размахом. Кроме танцев и подарков, традиционный рок. Те, кто пил, говорят, не минералка. У нас была прекрасная команда пассажиров. Мы были подготовлены к этому полету. Нам было весело, мы пели песни, мы готовились к этому полету. Кроме поездов дальнего следования из Москвы и Санкт-Петербурга, с сегодняшнего дня начали курсировать электрички из Сириуса с ветерком и песнями. Анна Исаева живет в Сочи, в Абхазию как на работу. Говорит, теперь время в пути до Сухума уменьшается вдвое. Исчезает та самая автомобильная пробка на границе. И паспортный контроль становится проще. Никуда выходить не нужно, пограничники сами заходят в вагон. У меня папа каждый год приезжает из Калининграда и ездит в Абхазию. И мы этим летом едем всей семьей на электричке, потому что это ускорит наше передвижение. И путешествие на электричке, оно намного интересней вдоль побережья. В России электропоездам принято давать различные имена. «Ласточка» и «Волгосапсан». Та, что пришла в Сухум, носит имя Диаскурия. Название для электрички выбирали абхазские школьники. Диаскурия – это древний город, который был основан греками еще в VI веке до нашей эры. И находился он как раз там, где сейчас расположен Сухум. Эскизами для оформления поезда стали работы юных художников. Снаружи природа и достопримечательности республики, внутри школьные рисунки. Добраться в Абхазию можно и вот на таком ретро-поезде. Есть даже открытый вагон. В вагоне-ресторане порцию икры заморской баклажанной взвесят вот на таких весах. В меню есть шпроты прибалтийские, салат мимоза, оливье и сосиски с зеленым горошком. Вагоны хоть и стилизованы под советское время, здесь есть все, что нужно для современного туриста. Кондиционер, Wi-Fi и зарядки в каждом купе. А не одна розетка для электробритвы на весь вагон. Сергей Пикулин, Алия Рябжанов, Сергей Тащиев и Екатерина Белоусова. НТВ, Абхазия.